Это «Утро на Life News». Мы продолжаем. Сегодня 21 февраля, Международный день родного языка. В мире существует примерно 6 тысяч языков, половина из которых находится под угрозой исчезновения. Бурятский язык пока далек от вымирания, но и здесь коренные народы стали его постепенно забывать. Но есть энтузиасты, занимающиеся пропагандой родного языка. И вот один из них — сценарист и режиссер Салбон Лыкденов. Серия специальных роликов этого мастера популярна не только в республике. Один из них мы обязательно посмотрим чуть позже. Ну а пока на связи из Улан-Удэ сам автор Салбон Лыкденов. Салбон, доброе утро. И с поправкой на Бурятию, где на 5 часов больше, то добрый день. Почему вы решили обратиться именно к теме сохранения родного языка? Здравствуйте. Ну, во-первых, скажем так, что в последнее время, вот в свете последних событий, что у нас происходит в республике, скажем так, очень много муссируется в прессе, даже в правительстве вопрос поднимается. И не знаю, к какому решению все люди придут здесь, да, вот решая на таком, скажем так, государственном. Но на самом деле существует закон Конституции России, где конкретно написано о двуязычии, о самобытности языка, поэтому, как говорится, нет смысла о чем-то говорить, поэтому я решил просто своим методом, художественным путем показать вот этот вопрос. Салбон, а какая реакция была в интернет-среде? Именно такую вы сами ожидали? Как вам результат? Ну, реакция, конечно, была очень неожиданная. Буквально вот после того, как выложили, в первую же ночь у нас было очень много просмотров, несколько тысяч, там до 10 тысяч, по-моему, было там. Я не ожидал такой реакции, что эффект такой будет. И это очень радует на самом деле. И это хорошо, потому что только средства вот, через культуру, через масс-медиа можно вот доносить до людей, что язык все-таки свой родной необходим. Плюс ко всему, видите, мы знаем в таком пространстве, где у нас живем в большом государстве, и знание общего государственного языка — это важно, и плюс ко всему родной язык тоже. Нельзя забывать. А какие, на ваш взгляд, должны быть приняты меры и на каком уровне для сохранения родного языка в национальных регионах России? Ну, принятие мира — это выражение очень довольно-таки, скажем так, страшное. Это же все-таки не ЧП какое-то, хотя в глобальном отношении это может быть, конечно, чрезвычайным происшествием. Но я бы сказал, здесь все дело самого народа, самой культуры, самобытной. То, что мы сейчас производим, то, что мы делаем, должно как бы не должно отторгаться нами самими. И народ должен сам определить. Здесь не должно быть навязывания какого-то прямо официального решения. Все должно быть именно такое, начиная с семьи, начиная с самого общества. И этот вопрос должен таким образом делаться. Спасибо. С нами на прямой связи был Салбон Лыкденов, режиссер из Бурятии, который через социальные ролики возвращает интерес молодежи к родному языку. Всего режиссер снял 4 ролика под общим названием «Говорим на бурятском». Каждый ролик также носит свое отдельное название: «Молодость», «Образование», «Уважение» и «Невестка». В каждом из них заложена сюжетная линия, ведущая к мысли о том, что язык нужно знать, его нужно изучать, уважать и гордиться. Так, например, в ролике «Невестка» автор предлагает универсальный ответ на извечный вопрос: как расположить к себе родителей жениха? Он очень прост – выучить их родной язык. Здрасте. Вот, познакомьтесь. Люда моя девушка. Семено, хулисоректе, би, торжентне, нухр басхамби, тане бурвол хаханате. Семено. С праздником, друзья! Ну, а прямо сейчас о других событиях в стране и мире коротко.